Добрый день, уважаемые участники и гости сентябрьского совещания работников образования Нюрбинского района. Разрешите поздравить вас с началом учебного года и пожелать вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе. Меня зовут Иванова Елена Октябриновна. Я воспитатель гендерной группы Уоламнар детского сада «Ромашка». С сентября 2020 года президент России предложил сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. Воспитательный процесс всегда был неотъемлемой частью образовательного процесса от детского сада до вуза. Наша задача – сформировать воспитывающую детей среду, доступную и интересную им, в которой каждый ребенок найдет то, чем хочет заниматься. С 1 сентября 2018 учебного года воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования «Открытие» под редакцией Елены Георгиевны Юдиной. В этом же году наш детский сад принял участие с проектом по гендерному воспитанию «Уолого Кескельбит» в республиканской педагогической ярмарке и получил грант Управления образования Горного района. На основании проекта с 1 сентября 2018 года открыли гендерную группу для мальчиков «Уоламнар». Проблема гендерного воспитания начала приобретать актуальность в настоящее время, и все больше педагогов и психологов стали задумываться о необходимости дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков, причем начиная с дошкольного возраста. Ориентация ребенка на ценности своего пола происходит не только в семье, но и в дошкольном учреждении, в котором он проводит большую часть времени. Гендерное воспитание включает в себя и национально-региональный компонент, в котором дети приобщаются к культуре родного края, целью которой является формирование знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и литературному наследию. Традиционным стал спортивно-развлекательный досуг Баянай, дух тайги, где дети учатся соблюдать правила охоты и рыбалки, чтить традиции охоты, к бережному отношению к природе и всему живому. Также в гендерной группе созданы условия с учетом игровой деятельности мальчиков Центр конструирования и строительства «Мастерок», где дети знакомятся с трудовой деятельностью взрослых и вместе со взрослым пробуют работать на токарном станке для детей. В течение деятельности гендерной группы Уоламнар велась работа по формированию культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, гражданско-патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности. Одним из приоритетных направлений нашего детского сада является работа по гражданско-патриотическому воспитанию. В патриотических стендах дети знакомятся с символами государства, герб, флаг, гимн. В детском саду установили национальный день Саха. Это каждая среда недели. В этот день все работники и воспитанники наряжаемся в национальные костюмы, проводим различные национальные игры, развлечения, а повара готовят блюда из национальной кухни. В первый день недели собираемся педагоги и воспитанники слушать и петь гимн России. В национальный день в среду гимн Якутии, а по пятницам гимн родного района Нюрба. С открытием гендерной группы Уоламнар в нашем детском саду основали конкурс чтецов мальчиков на районном уровне, который проходит ежегодно. В 2019 году в октябре на высоком уровне прошел форум отцов детского сада «Ромашка» на тему «Роль отца в воспитании мальчика».
В нем участвовали около 80 отцов и приглашенные гости. Заместитель главы Октябрьского наслега Степанов Александр Александрович, военный комиссар Нюрбинского военного комиссариата Иванов Леонид Лукич, учитель начальных классов Антоновской средней школы Сафронов Марк Афанасьевич и депутат наследного совета, многодетный отец Сафронов Михаил Егорович. На этом форуме с каждой группы выступили отцы. Они делились своим опытом, мнениями о воспитании сына. Ребенок живет в обществе, и на него воздействуют как положительные, так и отрицательные факторы окружающей среды. Для того, чтобы уберечь его от негативных воздействий, необходимо заложить в него основы высокой морали, культуры поведения и основы уважительного отношения к окружающим его людям. Спасибо за внимание. Олнар группага сылжаммыт бихел бягаситистибит бытывя. Робототехникага местелеспиппит, республикага ыстаныга үхүсместини ылбыппыт. Онна жесат ихинен ытыллар элбах көрөктөхилергече ситихилер дахпит сеп аспыт үйрек жылыгар. Ыгаптан хүджар. Аманна олуга белемнах боларга бастык омуктарын урар араз занятиялар, онюлар. Ого манна холобра, ого манна бултка туах терил туттулларын, уханарга туах надатын, жыл кая кемнеригер туах бултанарын, кая кемге масмастанарын, мус ылалларын, холобра стыкка кири, сайлыкка таксы.